Друзья, всем привет! Сегодня мне посчастливилось вам не просто рассказать про, пожалуй, самые неоднозначные айфоны за всю историю компании Apple, а еще и сравнить их с несколькими другими смартфонами с вот этим, и даже вот этим, и чисто вот, чтобы было еще вот этим. Это, кстати говоря, все актуальные модели айфонов, которые сейчас есть в продаже. Давайте разбираться, в каких случаях нужно покупать iPhone 8, в каких случаях не нужно. И вообще, давайте вот просто разберемся с насущным вопросом. Какой iPhone сейчас выбрать? Поехали. Сразу акцентирую внимание на то, что это видео сравнение iPhone с iPhone. Речь сейчас пойдет именно об эволюции этих смартфонов, и тут не будет сравнения с конкурентами. С ними мы чуть позже еще сделаем отдельно. Да, сказать честно, я даже про iOS 11 говорить не буду. И так все знают, всем понятно, что это очень глючная на данный момент, на момент съемки этого видео, операционная система. И есть много, так сказать, косяков, глюков, багов и так далее. Но я, например, уверен, что Apple в конечном итоге допилит ее и получим готовый продукт. Просто они выпустили ее раньше времени, но будем надеяться, что все будет хорошо. В этом видео не будет много характеристик, да их вообще не будет, но вот будет максимум демонстрации. Самое обидное в новом iPhone 8 это то, что внешне он практически не отличается от 7 Plus или 7, в общем, предыдущей модели. И это означает, что все ваши знакомые, которые увидят, не зная, что появился новый такой красивый цвет, скажут: о, да, у тебя этот 7 Plus. Ну, они, естественно, об этом не скажут, но вы как бы выделиться уже так не сможете. И это еще раз доказывает мою теорию о том, что, наверное, все-таки этот смартфон должен был называться 7S. Почему Apple решила сделать так вот и назвать его 8, ну, не знаю. Хотя с новым цветом в маршрутке, если вот так ехать, именно вот так, вот так. Сразу видно, что восьмерочка. У меня есть теория, почему так могло получиться. Мне кажется, что потребитель скорее купит смартфон от корейского производителя с цифрой 8, нежели 7S. Потому что 7S как-то психологически уже кажется как-то вот хуже. Прям вот просто по цифре. 8 это ого, а 7S ну такое. Но это мои догадки. Давайте вернемся все-таки к айфончикам. А вот если вы не носите чехол и кладете смартфон экраном вниз, ситуация меняется, конечно. Особенно с этим цветом. И если люди знают, что это все-таки цвет 8 плюса, то сразу будет понятно. И скажу я вам, что стекло это прекрасно. Тактильно, визуально, прям как в свое время на 4.4S. И самое интересное, как показала практика, это стекло действительно очень крепкое и выдерживает падение с высоты. Но вы все равно должны понимать, что дело случая, и никогда не угадаешь, разобьется или нет. В любом случае, металлическими предметами его не поцарапаешь. Но если он попадет в карман и там будет песок, то все равно царапины будут, потому что песок это кварц, и вот как так получается, что именно он в карман-то и попадает. Именно стекло главное внешнее отличие 8 и 8 Plus от остальных iPhone, которые по сути не менялись, начиная с 6 модели. Стекло это не только приятно, тактильно и не царапается металлом, а еще есть возможность установить бесконтактную зарядку, индукционную стандарта QI. Наконец-то ждали или не ждали. Ну, я, например, порадовался, потому что это хоть как-то оправдало покупку держателя в машину со стандартом QI. То есть у меня держатель подсоединен кабелем, и когда я устанавливаю в него телефон сразу начинает сам заряжаться. И мне не нужно тыкать кабелем в разъем на ходу. Ну, короче говоря, все это опасно, а так очень даже хорошо. И, кстати, в Википедии написано, что это читается ЦИ. Ссылочку на держатель оставлю в описании. Реально, вот такая штука. Только вот надо принять во внимание, что такая зарядка не совсем быстрая, а если быть точно, вообще не быстрая. За 30 минут ваш iPhone 8 Plus зарядится всего на 18%, а за час на 32%. То есть в течение дня как бы можно прийти и кинуть смартфон на эту подставочку, пускай он там себе по чуть-чуть заряжается, но вот целенаправленно положить и думать, вот через час сниму, а там уже соточка, да и как вообще
вообще эта беспроводная зарядка влияет на жизнь батареи, пока что еще не ясно. Ну, покажет время. А пока скажу, что стандарт QI на сегодняшний день, наверное, самый популярный. И существует огромное количество неоригинальных аксессуаров с поддержкой этого стандарта. Да чего уж там, в Икее мебель продается с модулями QI там на столе, допустим. С быстрой зарядкой ситуация еще интереснее. Она как бы поддерживается смартфоном, но в комплект не входит. И стоит дополнительно дорого. Да и вообще это на самом деле зарядный блок от MacBook. Причем для того, чтобы им воспользоваться, нужно не просто его купить, а докупить еще и кабель Type-C Lightning. Ну, спасибо, Apple. Теперь iPhone можно зарядить намного быстрее. Денег еще потратить и можно заряжаться. Всем известно, что технология изготовления дисплеев на айфонах не менялась уже много лет. И это уже знакомые нам ретина-экраны с хорошей цветопередачей, разрешением и вот это вот все. На 8 и 8 Plus появился режим True Tone. Что ж это такое? В верхней части смартфона около селфи-камеры установлен специальный датчик, который определяет температуру окружающего освещения и подстраивает экран под него. Звучит странно, но когда пробуешь включать и выключать эту функцию, понимаешь, о чем речь. Действительно, с включенным True Tone картинка становится приятнее. Все дело в том, что белый цвет остается белым при любом освещении, а ведь он меняется, потому что окружающее освещение попадает на дисплей, и все-таки с белым происходит какая-то ерунда. И действительно, с включенным True Tone картинка становится более приятной глазу. А все потому, что эта сама функция делает белым при любом освещении. Вне зависимости от того, холодный синий свет или желтый, она подстроит это так, чтобы ваш глаз воспринимал белый как белым. Понять это очень сложно, но это работает и приятно смотрится. Но если вы работаете с обработкой фотографий, лучше эту функцию отключать, потому что можно температуру-то перекрутить. С дизайном и дисплеями, в общем-то, все понятно. И тут уже как бы каждый может решить для себя, поменялся ли iPhone 8 настолько, чтобы вот прям купить его просто ради того, чтобы купить. Ну, так многие делают. Давайте поговорим про производительность. И, судя по презентации, это most powerful iPhone ever. Ну, так происходило каждый год. Мне сейчас интересно, насколько вот это most powerful намного больше, чем вот эти вот все другие айфоны. Замеры мощности этих смартфонов я разделю на два этапа. Открытие приложений по очереди, ну и тест производительности. Я открывал на каждом из смартфонов нативные приложения и 2 тяжелые игры до момента появления меню или, собственно говоря, входа в саму игру. Перед вами ускоренные видео с секундомером. Разница между соседями на столе не такая большая, однако обратите внимание на разницу между поколениями. Выводы делайте сами. Еще раз повторяюсь, это видео просто пища для размышления. Я специально не перечисляю характеристики, вы и так сами все знаете. А вот результаты тестов перед вами. Да, это сухие цифры, но можно наблюдать, насколько мощнее каждое из поколений. Последний тест 3D Mark виден визуально. Ну и результаты, чтоб циферки были видны. Я, как человек, который любит фотографировать, всегда жду появления нового iPhone, чтобы протестировать именно камеру. Ведь это самые лучшие камеры в мире на смартфонах. Ну, по версии DxO Mark до выхода нового пикселя. Вы уже наверняка видели фотографии на iPhone 8 и 8 Plus, но я пошел дальше. Я взял 6 телефонов и пошел фотографировать одинаковые фотографии на все вот эти вот устройства. Спасибо моему другу Саше, сам бы я-то, конечно, не справился. Акцентирую внимание на то, что точка фокусировки везде одинаковая. Режим HDR, если был включен на одном смартфоне, он принудительно включался и на всех остальных, чтобы было все максимально честно. Перед вами снимки. Я тоже не буду их комментировать, вы можете сами все посмотреть, а также скачать оригиналы фотографий в описании под видео. Так что качайте, только аккуратно, там трафик.
Сейчас звук идет с iPhone 7 Plus. Такая вот стабилизация. Ну, на телефоне самом кажется, что на 8 Plus прям намного лучше. А теперь вы слышите звук с iPhone 8 Plus. Я стараюсь не заслонять микрофоны. И цвета, по крайней мере, на экране 8 Plus выглядят как-то повеселее. Более яркие, что ли. Сложное освещение. И там включен режим 4К 30 FPS. На 8 Plus есть режим 4К 60 FPS, но я его не включал, потому что так будет нечестно. И мне кажется, что на 8 Plus картинка более теплая. По крайней мере, так кажется на экране телефона. Помимо этого, я хочу отдельно уделить внимание новому режиму сценического освещения. Но и Apple, и я вас предупреждаем о том, что он находится в режиме бета-тестирования и не всегда срабатывает так, как показывали нам на презентации. С другой стороны, iPhone 7 Plus, когда появился в продаже, портретный режим тоже находился в бета-версии, работал не очень. Он, кстати, до сих пор в бета-версии, но работает уже отлично. Поэтому с режимом вот этого продвинутого освещения, я думаю, будет также с каждой прошивкой все лучше и лучше. Ну, это же Apple. Перед вами примеры снимков. Интересно то, что для получения таких кадров не обязательно сразу выбирать один из 5 эффектов, а можно просто сделать портретный снимок и уже потом в постпродакшене добавить или изменить эффект. При наличии должной сноровки, хорошего освещения и фона действительно можно получить очень крутой кадр. Прям, ну, очень крутой. Однако пока эта фича в стадии первых бета-версий, случается и провалы. Мы обязательно будем следить за обновлениями прошивок iPhone 8 Plus с этим вот чудесным режимом и, возможно, даже подготовим какой-то дополнительный материал и сравним iPhone 8 Plus с флагманами других компаний, ведь вы этого наверняка хотите. В комментарии напишите, хотите или не хотите. Ну, я думаю, хотите. Хотите. А вот теперь мы поговорим про автономность. Я мог бы вам просто показать, сколько там миллиампер-часов в каждом из них, но кому это надо? Я поставил съемку видео в режиме Full HD 60 FPS на 10 минут на каждом из смартфонов и просто посмотрел, насколько сядет каждый из них. И результаты перед вами. iPhone 8 разрядился на 5%, 6s на 6%, 8 Plus на 7%, 7 на 8%, iPhone 6 на 9% и iPhone 7 Plus тоже на 9%. Как видите, на данный момент лучшая автономность среди всех iPhone 8. Дальше идет 6s, как бы намекая, что он еще актуален. Затем iPhone 8 Plus, но у него, так сказать, другая лига, все-таки экран больше. Дальше iPhone 7, iPhone 6 и замыкает это все iPhone 7 Plus. Как знал, что мой телефон хуже всего держит. На всякий случай хочу уточнить, все смартфоны были новые, и ими никто до этого не пользовался. Но это я к тому, что батарейки тут не усаженные, а вот прям вот как из коробочки. И везде стоит последняя iOS 11. Легенда просто, о которой все пишут в Твиттере. Ну, это я к тому, что она не может похвастаться какой-то большой автономностью, но для того, чтобы сравнить между ними, кто жрет больше, то можно. А вот в целом делать какие-то выводы, наверное, не стоит пока. Ну, а теперь давайте подведем итог. Кому какой iPhone сейчас можно выбрать и приобрести? Если вам просто нужна звонилка, да, такое бывает, нужна звонилка, но хочется именно iPhone, или, допустим, iPhone хочет ребенок и отказать ему сложно, то однозначно нужно брать iPhone 6. Да, ему уже тяжело с iOS 11, но если хочется именно Apple, то это начало. На нем по-прежнему можно запустить все приложения и все игры, вопрос только, насколько это быстро произойдет. Если вы хотите iPhone для себя и вот шестерка кажется вам уж совсем старой, то это iPhone 6s. Он показывает отличную производительность даже на сегодня. У него уже на порядок лучше камера в сравнении с iPhone 6, да и он есть в версии Refurbished, которая стоит на порядок меньше обычного. В описании я оставлю ссылку именно на Refurbished версию iPhone, там же можно будет почитать, что это такое, если вы еще не в курсе. Если у вас уже есть 6s или более старшая модель, то, я думаю, нужно брать 8 или 8 Plus.
Разницу вы действительно почувствуете, причем по всем фронтам. И скорость, и качество работы камеры. Ну, вы, в общем-то, и сами все видели чуть раньше. Если у вас 7, ну или 7+, покупать 8 или 8+, смысла я не вижу вообще никакого. Ну, разве что стекло, индуктивная зарядка и трутон. Ну и в плюс-версиях сценический свет. Достаточно ли этот набор функций для замены? Лично как по мне, то нет, но решать вам. Можно обновиться просто ради того, чтобы в следующем году сэкономить деньги, потому что ваш смартфон сейчас еще не так сильно устарел. А так делают многие. А вот если у вас 7 или 7+, и вы хотите ходить с самым классным и новым смартфоном на сегодняшний день, то я вам очень советую дождаться iPhone 10. Вот там разница будет видна уже не только по производительности, по тестам и по всяким этим штукам, а и по внешнему виду. И люди, которые рядом с вами сидят в маршрутке, точно поймут, что у вас iPhone 10. Ну, шутки шутками, а он действительно тот смартфон, который мы ждали в 2017 году, а не iPhone 7s, который назвали iPhone 8. Ну вот и закончилась видеодемонстрация эволюции айфонов за последние несколько лет. Я надеюсь, оно было для вас полезным, и я ответил на ваши возникшие вопросы. Ставь лайк этому видео, потому что мы очень постарались и сделали такое вот информационное, просто огромное видео. Подписывайся на канал, а также на наши страницы в социальных сетях. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, там ссылочки все в описании. Про лайк не забываем, я уже сказал, но надо еще раз напомнить. Лайки, пальцы вверх, всем пока. Ну, жду 10.